Роберт Аркадьевич, добрый день. Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и встретились с нами. Третий год в Северной Осетии функционирует Академия футбола «Алания». Расскажите, пожалуйста, какие цели и задачи были решены за этот период времени? За этот период времени 3 года прошло. Мы в первую очередь добились регионального центра, который было нелегко получить за счет того, что у нас инфраструктура очень на высоком уровне. Представители Российского футбольного союза приезжали, смотрели и определили, что мы достойны получить региональный центр. Дальше уже пошло развитие, получали и гранты от РФС немалые, которые необходимы были для развития футболистов. Наши тренеры обучались так же, как и дети. И на сегодняшний день мы участвуем в грандиозных турнирах. Это как ЮФЛ Юг, второй год. В прошлом году у нас участвовал один возраст, в этом году уже 2 возраста. Если все будет хорошо, ничего не изменится, в следующем году еще будет возраст. Это 3-й возраст. Это большой масштабный турнир, где у нас идет развитие как детей, так и тренеров, и в целом и всей академии. Старшей возрастной группы Академии с самого начала были ребята 2004 года рождения. Как складывается игровая карьера выпускников? Удалось ли кого-нибудь трудоустроить? Да, можно сказать, 2004 год у нас выпускники, которые больше 50% играют сейчас в профессионалах. Это во 2-й лиге «Алания-2». Из них, можно сказать, 2 уже подписали профессиональный контракт. Остальные ребята у нас участвуют на республику, это «Алания-3». Тоже относится к нашей главной команде, которая полностью их ведет. Поэтому основная часть наших выпускников идет во 2-ю команду «Алания-2» и «Алания-3». Ну, надеемся, что в будущем, в скором будущем появятся и в главной команде наши воспитанники. В каких соревнованиях сегодня принимают участие воспитанники Академии? У нас 2009 это малыши и 2010 год участвуют в первенстве России. 2007-2008 год участвуют в юношеской футбольной лиге «Юг». 2006 год это старшие участвуют в 3-м дивизионе ЮФО и СКФО. И, конечно же, наши девочки, у которых уже 2 группы, а старшая группа участвует тоже в юношеской футбольной лиге. Это очень насыщенная программа будет в этом году, где они будут выезжать 7 выездов различных городов. Не так давно в Академии начали развивать женский футбол. Как идет работа в этом направлении? Честно говоря, не ожидали, что это так активно будет. И многие девочки с большим желанием приходят на тренировки. Это у нас на сегодняшний день 2 возрастные группы. Это старшие 7-8 год и малыши, можно сказать, начиная от 7 лет и до 14 лет. Приходят, тренируются 3 раза в неделю. Соответственно, и для них делаются и контрольные игры, и подготовительные. То есть получается полноценно, так же, как и мальчики, они участвуют в тренировочном процессе. Также с ними профессиональные наши тренеры, которые их готовят, лицензированные тренеры. И будем надеяться, что в будущем они тоже будут защищать цвета Алании на высоких уровнях. Что можете сказать об инфраструктуре учреждения? Имеется ли у вас все необходимое для полноценной подготовки юных игроков? Все условия есть практически. Хотелось бы еще чуть добавить, что помимо нагрузки футболистов нужно еще и восстановление. Для этого необходимо в академии это бассейн, тренажерный зал. И что самое необходимое, это еще количество полей увеличить. Как минимум 2 поля нам необходимо для полной подготовки и как девочек, так и мальчиков. Как планируете решать этот вопрос? Как планируем? Надеемся на наше руководство. Будем это все обозначать. Дальше уже будем ждать. Ставить вопросы, да? Ставить вопросы, да. Расскажите подробнее о тренерском составе, кто сегодня работает в Академии, ведется ли работа по переподготовке и повышению квалификации кадров? Каждый год у нас повышение квалификации идет. Если у нас до этого были лицензии у тренеров Российского футбольного союза РФС, то на сегодняшний день наши все тренеры переквалифицировались в ЦУЕФА. И есть у нас тренеры, которые имеют БУЕФА. Также главный тренер имеет АУЕФА, что это необходимо для требований РФС. Все требования РФС мы выполняем и идем в шаг с
требованиями. Роберт Аркадьевич, как организован образовательный процесс в академии? Получают ли воспитанники учреждения необходимые школьные знания? Что можете сказать об их успеваемости? Ну, успеваемость бывает разная. Если кто-то у нас отстает, значит, соответственно, мы реагируем на это, что не должно быть так, что у нас на одной ступеньке стоит как дисциплина, так футбол, так и обучение. То есть, если у нас отстает по обучению наш воспитанник, значит, он, возможно, и такое, и бывало такие случаи, что он исключается с академии. То же самое и дисциплина, также и спортивное направление. Ну и получается, мы очень внимательно следим как за учебой, за дисциплиной, так и за спортивными показателями наших футболистов. Как вам кажется, если мы говорим о будущем осетинского футбола, существует ли прямая зависимость между главной командой республики и детско-юношеским футболом? Может ли одно развиваться без второго? К сожалению, нет. Вот скажу такой момент, что долгое время не было в республике стадиона. Это очень важный момент, и хотелось бы, чтобы побыстрее в республике появился наш стадион, где мы бы могли наблюдать, вся академия, наблюдать, как наша главная команда, а на сегодняшний день главная команда идет неплохо, и задачи стоят самые высокие. И мы бы очень хотели, чтобы завтрашний день, в следующем сезоне оказалась наша главная команда в высшей лиге. Соответственно, и наши футболисты бы тянулись к вершинам. Если учесть то, что главная команда принимает в Грозном, то по возможности академия садится полностью в автобусы, наш транспорт, и мы отвозим воспитанников на игру, где они получают массу эмоций и наблюдают, как их кумиры там выступают. Вы уже несколько лет во главе академии, а о чем вы мечтаете? Сейчас сказали о задачах, о целях, но вот если так, по-честному. По-честному, а по-другому и ответа не может быть. О развитии наших талантливых молодых футболистов, чтобы прекратился отток наших лучших футболистов, и для этого есть все условия, и отдельная благодарность экс-главе республики Вячеславу Зелимхановичу Битарову, который создал вот за короткий срок вот эту красоту, и все условия, которые есть, они полностью, можно сказать, помогают подготовке наших юных футболистов. Есть академия, есть уникальная инфраструктура, есть хорошие возможности. Можно ли сегодня, уже спустя столько лет, говорить о том, что все-таки отток, он прекратился или хотя бы сократился? Да, однозначно. Однозначно могу сказать, что он сократился. Не полностью. Это нужно время для того, чтобы мы себя проявили. А это не так быстро происходит. Я думаю, в скором будущем мы будем наравне с ведущими академиями России. Это не за горами, я уверен в этом на 100%, потому что не только в футболе, но вообще в спорте в целом у нас очень талантливые и дети, и взрослые, поэтому это все не за горами. На что вы делаете основной акцент в своей работе? Есть регионы, которые основное внимание уделяют техническим навыкам. В каком ключе стараетесь играть вы? Ну, наш регион всегда славился этой техникой, это атакующий футбол. Ну, и мы также прививаем нашим юным футболистам это техничный и атакующий футбол. Мы не смотрим на ортопометрию, которая вот, в некоторых регионах во главе стоит. У нас это техника и атакующий футбол. Расскажите, пожалуйста, о том, как ведется набор в учреждение, когда состоится ближайший просмотр, и дети какого года рождения могут претендовать на попадание в академию. Попадать в академию могут любого возраста. Проводятся у нас просмотры 2 раза в год. Также и в течение года у нас наши тренеры, это те же селекционеры, которые ездят на контрольные игры, на турниры, соревнования, где просматривают индивидуально. Если тренер увидел талантливого мальчика, он его привлекает в академию, ему дается время определенное, где он проживает полностью и готовится со всеми воспитанниками академии. Если он себя проявляет, значит, он заводится в академию. Если нет, тогда ему дается еще время для того, чтобы он подготовился. И дальше уже ни для кого не закрыты двери академии в нашей республике. Для всех они открыты, и добро пожаловать. Это вот мяч, где прописаны фамилии, которые были на открытии.
Кто-то по ходу к нам приезжал, наши друзья, наши гости. Ну, а это вот региональный центр. Он у нас до 2025 года. Что он означает и вот что это такое? Ну, региональный центр – это могут участвовать в всяких соревнованиях под эгидой РФС. Гранты выдаются под региональный центр. Очень много можно делать под это свидетельство. Почему так важно присвоение данного статуса для вас, для Академии? Это открываются большие Возможности, да, очень большие. И, как я и говорил, это и в тот же год получили гранты в размере 20 миллионов, что мы могли недостающие за счет этих грантов восполнить. Эти гранты потратили, вот мы сделали трибуны, расширили со 100 мест до 500 мест. Да, также и покупали экипировку детям, также отправляли тренеров на обучение, премировали тренеров, детей на турниры отправляли. В общем, все статьи прописаны, которые в грантах, в договоре целевом. Вот это все ушло именно на академию, это в первую очередь на детей, на тренеров, ну и на инфраструктуру. Вы сейчас показали вот мяч. Скажите, пожалуйста, вот здесь несколько автографов, я вижу, вот самый ценный для вас. Для меня самый ценный – это того автограф, кто это построил. Это Вячеслав Замиханович. Конечно, опять же таки, огромное спасибо. Создал все условия для наших талантливых детей. Мечта оказалась реальностью для республики. Почему? Потому что был большой отток, вы сказали в интервью, да, и сейчас как-то изменилась картина. И очень надеемся, что в ближайшее время мы воспитаем своих звездочек. Дай Бог, мы на это тоже надеемся. Благодарность, когда от министра спорта получил, что чувствовал? Ответственность большую чувствовал. То, что на правильном пути. Но я смотрю, у тебя несколько благодарностей, почетных грамот. Вот самая такая вот родная для тебя, которая самая важная может быть. Могу повториться опять. Ну, естественно, это от Колобкова. Не каждый может получить за определенные заслуги. Также ей приятно получать и от главы республики. То, что твою работу оценили. Когда строительство было, я уже вот полностью выдохся, да. Но собрался и пересмотрел это. Что ты чувствовал, когда вот было открытие, вот когда вы открывались в этот день, когда ты понял, что все, самое сложное позади, этап строительства, сейчас вот уже все, ты видишь все своими глазами? Не, я выдохнул, когда уже закончилось все. Вот когда, а к чему я стремился все эти 6 месяцев, это вот к открытию. Вот когда открытие прошло, я считаю, оно прошло на хорошем уровне, вот тогда я уже выдохнул и можно было сказать, да, все-таки это все не зря. Я же сам тренером был. И когда дети приходили родителями и говорили, что мы хотим поехать туда, я им только желал удачи, потому что условий нету, и как их держать здесь. Едет он в Краснодар, едет он в Ростов, я желал удачи. Приходилось выезжать за пределы, потому что не было ни академии, ни инфраструктуры. Наверное, отдельные какие-то школы существовали, а вот так глобально, такого систематического подхода, системного, скажем так, да, наверное. Ближайшее это Краснодар был и Ростов, куда наши ездили. Ну, а у кого есть возможность, они ездили в Москву, где себя проявляли. Ну, теперь есть возможность заниматься в Северной Осетии, развиваться и растить своих ребят. Здесь тоже не сразу все так формировалось. Тренажеров не было. Это мы потом в аренду взяли. Вот это все, они у нас в аренде. Да. Так, можно сказать, для такого момента, что на будущее, что у нас тренажеры, им 100 лет, можно сказать, грубо, но нам они сильно помогают. Потому что физическое развитие детей – это очень важно.
Мы можем техничными быть, но если ты слабый, то ты далеко не уйдешь. А это вот наши травмированные. Это вот период восстановления, Это да? реабилитация после травмы, когда уже идет реабилитолог, передается, потом он берет и передает их врачу. Врач дает добро, и передается уже в тренировочный процесс. За то время, что существует Академия футбола Алания, наши ребята завоевали вот эти все кубки. Уже нужно нам делать архив и переводить уже некоторые кубки уже в архив, потому что они уже не помещаются. Вот видите, за каждым кубком стоит большая работа, большой труд тренерский. И я считаю, в Академии номер один – это тренер. Первая победа, скажем. Самый первый, я вам скажу, вот то, что я вам наверху показывал, первый год, 4 возраста вышли в лучшие 16 России. Это вот под эгидой РФС, второе место мы заняли и поехали туда в финальную часть. Вот эти вот кубки, которые под эгидой, вот кубок, это все очень ценные и, можно сказать, заслуженно. Есть первые места, что в основном первые места. Опять же скажу, мы воспитываем индивидуальность. Мы не гонимся за результатом. Каждый индивидуально подход нужен, и это все тренеры наши выполняют. Знают все-таки характер, у каждого по-своему разный. А когда ты играешь коллективный вид спорта, ты должен проникнуть полностью в идеи коллектива и не должен выпадать. Это вот как кулак бывает. Если одного уже нет, то сложно. Ну, я вам желаю, чтобы у вас это все только увеличивалось, чтобы у вас Спасибо. просто места не было от ваших побед, Спасибо. чтобы у вас было все больше. Мне кажется, так и будет, потому что колоссальная работа проводится. Даже за эти 3 года уже неплохой результат. Стараемся. Судя по всему. Стараемся. Роберт, куда мы сейчас идем? Сейчас мы идем смотреть тренировку девочек наших. Это вот те девочки, которые выступают на ЮФЛ, на ЮФЛе. Они уже съездили, раз съездили уже, довольно-таки неплохо выступили. 3 группы, 60 девочек. В старшей группе 20, в средней группе 13 и в младшей. Возраст какой? Ну вот здесь у нас самая старшая, это 2007 года девочка. Вот эта группа старшая с 2007 по 2009 год. Средняя группа с 10 по 12 и самая младшая это с 13 года по 16 год. А как отбирали, по каким критериям? И девочки сами хотели играть в футбол. Как так произошло, что у нас появилась женская команда? Да, у них такое желание, я вам скажу, даже посильнее, чем у мальчиков. Да, Но появилось. старших девочек, в принципе, отбирали, правильно? Да. А младшие, всех желающих мы. Пока идет набор. Да, мы всех Эта желающих. старшая группа у нас уже играет 2-й год в чемпионате ЮФЛ, юношеская футбольная лига. Вот мы буквально недавно приехали, первый тур у нас был в Сочи. Вот. 3 матча сыграли довольно-таки неплохо для начала. Выступили, 1 матч победили, 2 проиграли, но сейчас мы в Волгоград уезжаем. Для начала готовимся. это неплохо. Для девочек это очень хороший результат, тем более для нашего маленького региона. Там есть такие регионы, как, например, Краснодар, Кубань. Они 2 команды выставили, у них 8 тысяч девочек занимается. А мы вот такая маленькая Осетия, и у нас такие результаты. Я думаю, дальше еще лучше будет, больше. Может ли Северная Осетия похвастаться женской командой, если такое в других регионах Северо-Кавказского федерального округа, Роберт? Может, конечно, похвастаться. Уже мы сегодня видим, что есть результаты. Я думаю, чем дальше, тем лучше. Очень много малышей идет, девочек, и прям заставляют своих родителей, чтобы их привели. Сами родители, возможно, не хотят, Да, а удивляются. дети рвутся. Ну да. Как Очень это у вас интересно. на Кавказе, девочки, чтобы занимались. Многие даже родители говорят, пусть они пироги пекут. А они футбол Ну, хотят тут не играть. пироги, да. получается, Да. печь, а играть в женский Ну, футбол. они с таким желанием, честно говорю. Я сколько уже год с ними работаю, но просто на самом деле. Пользуясь случаем, желающих, Приглашаем, всегда рады. Приглашаем, Наши да. двери открыты для всех детей, пожалуйста. У нас Как- все условия есть. как девочек, так и мальчиков. Спасибо Роберту Аркадьевичу, он очень сильно поддерживает это все.
на самом деле. На сегодняшний день их у нас 3 группы. Мы уже даже готовы на следующий год, если главная команда выйдет в высшую лигу, там должно быть 3 группы. Это тоже обязательное условие. Мы уже готовы. У нас профессиональные тренеры, у нас 3 группы девочек. То есть все необходимое есть. Удачи. Мы готовы. Спасибо. Спасибо большое. Автобус на 55 мест разом может провести 2 возраста. И вот наши футболисты и в школу на нем и возят, и со школы на нем возят. То есть если полностью идет, то занимает где-то большой автобус и маленький. Это к разговору об инфраструктуре, да, когда созданы все условия, потому что, думаю, не все могут похвастаться таким автобусом. В том числе. Очень комфортабельный автобус, и дети, и тренеры, они довольны. Вот это особая гордость ваша, насколько я поняла, поле, о котором вы мечтали, которое вы хотели, которое всем критериям... Которое мы получили. Получили, оно соответствует всем требованиям, то есть размеры здесь стандартные. 103 на 65 это поле. Дальнее поле чуть меньше, оно рассчитано для более младших возрастов. А это поле уже вот... В основном вся нагрузка идет вот на это поле. То есть без него никуда, потому что тренировочный процесс именно здесь проходит. Не только тренировочный, вообще игровой. Все соревнования проходят на этом поле. Ну вот что принимать соревнования у себя на территории, должны быть определенные критерии, и уровень поля должен быть по каким-то... В том числе. Мы получили, наверное, единственное место, где категория, 4-я категория стадион, где может принимать профессионалов, 2-ю лигу. Да, это 500 мест, мы доделали за счет грантов. И все те требования, камеры, табло, там тоже соответствующее освещение, это все соответствует требованиям. Не все могут похвастаться такой инфраструктурой, Ну, да, Роберт. Да. Хотел бы также еще подчеркнуть, что кто участвует в ЮФЛе, это 2008 и 2007 год. Не хочу это оставить в стороне, но обе команды на сегодняшний день находятся на 1-м месте. И я горд. Недавно у вас игра состоялась, я знаю. Да, в том числе. И я, честно говоря, горд, еще все впереди, вся гонка впереди. В конце года, да? Да. Результаты будут, итоги будут подводиться. Но на сегодняшний день 3 тура сыграли, и оба возраста находятся на 1-м месте. Это очень приятно. Очень приятно. Я когда смотрю в турнирное положение, там таблицу, мне бывает приятно. Логотип одного возраста и 2-го, они на верхушке. И вы на 1-м месте. Да, мы на 1-м месте. Хорошие результаты. То же самое у нас и наши малыши, вот, дальнее поле, это 9-10 год. Они тоже очень приятно, когда наш герб, наш логотип находится на самом верху. Ну, в прошлом году тоже неплохой результат был, конечно, не 1-е место, но, если я не ошибаюсь, бронза была. Бронза, это по итогам была бронза, а по 1-му этапу мы заняли 1-е место. Дальше уже встречались зонально 4 лучшие команды той зоны и нашей зоны. И уже в совокупности мы заняли. Ну, в этом году я вам от души желаю, чтобы мы были первыми. Спасибо, Вы заняли 1-е место. Спасибо. Почему-то мне кажется, что это так и будет. Самая интересная история, которая с тобой произошла за эти 5 года? Самая такая запоминающаяся. Самое запоминающееся, это, наверное, за 3 года это открытие. Самое запоминающееся это открытие и, естественно, достижения наших футболистов. Это и приятно бывает, когда наши ребята попадают в сборную России по своему возрасту. В каждом возрасте есть такие футболисты. Это тоже приятно. А в целом горд, радуюсь победам наших юных воспитанников. И очень сильно надеюсь, что в скором будущем появится и звездочка. Выделять никого не хочется, но в целом нету такого. Наши, ваши, все они наши дети, и мы за них переживаем. Мы все делаем для того, чтобы они росли, воспитывались как футболисты, так и люди.
Потому что не все они заиграют в футбол, но обязательно людьми они должны быть достойными. В первую очередь это тоже важный момент. Нашей республики, а потом же и в целом России.